Будет совместный доступ, да? Мгм. Мгм. Ты я что-то натворила, Аня? Нет, всё Только нас нормально. мгм. Начинать? Да, всё. Уже говорю. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня у нас очередное занятие по программе «Библия Экспресс. Знания с доставкой на дом». Всё, презентацию нажимаете. Сначала. И поговорим мы сегодня о современной художественной отечественной литературе. Речь пойдет о новинках отечественной литературы, которые вышли в 2020-2021 году. И хотелось бы обратить ваше внимание на некоторые такие обобщающие моменты, связанные с понятием современная художественная отечественная литература. Ну, во-первых, современная отечественная литература — феномен, развивающийся на наших глазах, активно привлекает к себе внимание и требует осмысления уже сегодня. Конечно же, современная литература вынуждена конкурировать с кино, с телевидением, с социальными сетями. Она вызывает особый интерес у публики. Писатели стараются привлечь внимание аудитории, совместить яркость формы и глубину содержания. Важно отметить, к нашему, наверное, читательскому, да, счастью, что русская литература полифонична, и у современного читателя есть выбор. То есть есть возможность выбирать между интеллектуальной прозой, легкой прозой, некий милт литература, да, существует некое понятие такое, что-то среднее между интеллектуальной и легкой прозой. Важно отметить, что сегодня как такового нет ведущего стиля и жанра. Происходят жанровые трансформации, и писатели с этим успешно как-то пробуют, моделируют, экспериментируют. Авторы все чаще экспериментируют с формами и художественными приемами. Очень популярна серийность книг. То есть если писатель задумывает изначально произведение, то можно выстроить и следить по творчеству за целой серией книг. Пропадает видимая и осязаемая граница между массовым и элитарным искусством. На первое место выходит не качество текста, а его оригинальность. Действительно, сейчас
я думаю, после прочтения произведения любого современного автора нельзя не отметить тот факт, что тексты действительно оригинальны. Меняется литературный язык, поиск нового слова. Конечно, нельзя, на мой взгляд, настолько тексты, которые претендуют в будущем быть классикой, вносить столько разговорного сленга. Вот мне кажется, ну, в эпоху какого-то эксперимента, может, это и возможно, но, на мой взгляд, засорять литературный язык нежелательно бы. Потому что книгу, написанную сегодня, будут читать другие поколения, и не хотелось бы потом искать какие-то оправдания, а почему это допускалось. Многие эпизоды из современной литературы действительно заставляют содрогнуться и ужаснуться. Почему делают, вот почему это используют авторы? Я пыталась ответить на этот вопрос. Кто-то считает, что таким образом более четко обозначена какая-то реальность, показана какая-то правда. Может, действительно сейчас нужно производить какие-то такие вот впечатления стресса после прочтения, да, чтобы читатель действительно погружался, переживал какие-то такие моменты. Вот трудно объяснить, но довольно-таки часто это встречается на страницах у современных авторов. Ну и, конечно же, абсолютная свобода. Писатель творит в бесцензурном пространстве. Единственное, что сейчас мы видим, да, ограничения по возрасту, когда на книге стоит там 18+. Ну, и как бы обобщая, да, хочется сказать, что действительно литература последних лет представляет собой некий микс, то есть глобальное смешение жанров, стилей, литературных этикетов, отсутствие единого метода, стиля и лидера. Сегодня одинаково пользуются популярностью и классики, и мэтры, и начинающие писатели, и блогеры, в общем, как-то так. И как же ориентироваться вот в огромном нарастающем потоке литературы? Очень часто, да, это бывает бизнес-проект, и тиражи книг очень высоки, но не всегда высокий тираж показывает на уникальность и талант писателя. Мы очень следим за литературными премиями, да, за авторами, которым они присуждаются. Действительно, и мы, и читатели, конечно же, мы доверяем компетентному жюри, и поэтому это нам как бы помогает выбрать то или иное произведение для прочтения. Мнение литературных критиков сегодня на просторах интернета достаточно много высказываются. Наиболее вот популярные, конечно же, это Галина Юзефович, да, которая дает очень структурный, детальный анализ своим произведениям, но не всегда. Вот знаете, анализ такого специалиста, да, он найдет отклик больше у специалиста такого же уровня. А читателю иногда хочется более доступно, более понятно понять, о чем же это произведение. Вот. И литературный интернет, да, пишут много интересного. Сегодня известны имена тех писателей, которые состоялись благодаря вот тому, что начали публиковаться именно в интернете. И, в общем, это все понятно, и это нам помогает ориентироваться, но все-таки также книжные рейтинги существующие, их огромная масса, более 200 можно найти в подборке, если запрашивать, да, и следить за ними. На "Ютубе" тоже очень много интересных подборок. Но, к сожалению, вот, я не знаю, как вы, никогда, полностью, какой-либо рейтинг, не позволил, действительно от первой книги до последней, вот действительно, либо ты понимаешь, какая-то книга сюда совсем не имеет никакого отношения. В общем, это все тоже очень относительно. Ну и, Юрий Поляков когда-то написал, такую фразу, рассуждая о творчестве литературном: "Писатель не тот, кто пишет, а тот, кого читают". Это действительно так. И, вот, конечно, чтобы рассуждать
о творчестве современных авторов, конечно же, нужно читать их произведения. И, читать уже сегодня. И кто же сегодня пишет, кто же сегодня наиболее, скажем так, востребован, актуален? Конечно, это далеко не весь, скажем так, список имен, на которые сегодня стоит обратить внимание. Но попытаемся с вами это сделать. Итак, Гузель Яхина «Эшелон на Самарканд». Несколько слов. Ну, во-первых, за 5 лет, прошедших с момента выхода ее первого романа, эта писательница, действительно, она и стала одной из ярких дебютанток с романом «Зулейха открывает глаза». И действительно, одна из немногих, вот сравнительно немногих в России, по-настоящему обрела такую народную любовь. Они говорят, что сегодня этот автор один из самых читаемых. И вот почему, э, когда пытаешься ответить на этот вопрос, прежде всего хочется подчеркнуть следующее. Во-первых, Гузель Яхина очень удачно нашла те темы в истории, которые действительно, можно сказать, темные пятна в истории. А общество нуждается вот в осмыслении таких м, моментов. Общество нуждается в принятии собственного прошлого. И вот, раскрывая темные пятна истории, очень, интересно рассказывая о исторической правде, о советской эпохе, где были и подвиги, и, события, и личные истории героев. Вот это очень близко, понятно и интересно, и привлекает читателя. Поэтому, читать, книги Гузель Яхиной очень интересно. Они оставляют такое приятное послевкусие, о них не забываешь. И, конечно же, любое новое произведение, оно будет сравниваться с предыдущими. И сейчас, если задать вопрос, что понравилось больше, «Зулейха открывает глаза», «Дети мои» или «Эшелон на Самарканд», наверное, нужно какое-то время, чтобы «Эшелон на Самарканд» тоже как-то, вот знаете, как у пожил своей, скажем так, литературной, жизнью самостоятельной, отошел от мнения и анализа критиков, от, всевозможных отзывов, рецензий и так далее. И, он вышел, в марте 21 года. И, если кратко сказать, о чем это история о спасении детей. Все события как бы происходят вот в этом эшелоне, который, в 1023 году, вывозит 5 сотен голодающих детей-сирот, из вымирающего Поволжья. Из Казани они едут, в теплую, солнечную, скажем так, сытую, Среднюю Азию. И, о героях я скажу чуть позже. Вот если посмотреть, после прочтения романа, о чем же все таки он. Да, мы в подробностях узнаем все детали, пугающие подробности, как эти дети оказались вот в этом эшелоне, почему, на тот момент, матери, любыми способами, спасая своих детей, были счастливы, что их ребенок оказался бы в подобном эшелоне. Почему все это происходит? Вот, знаете, берется такой момент вот спасения, невинных детей. Это как бы, вот, взрослые, которые сопровождают этот эшелон или встречаются на пути исследования этого эшелона, э, как будто бы каждому из тех, кто столкнулся с этим эшелоном, вот это спасение, эти дети нужны, для того, чтобы себя спасти. Э, Все они так или иначе, э, вот, как будто бы, вот будете читать или если уже читали, как будто бы хотят, участвуя в спасении этих детей, да, искупить свои собственные какие-то погрешения, ошибки, погрешности, э, не очень, праведные дела. Сопровождают эшелон, начальник Деев, молодой, самоотверженный,
чем дальше ты с ним знакомишься, ты понимаешь, насколько он импульсивный. Его импульсивность бывает на какой-то грани. Его воспоминания о самом себе, ну, просто поражают. И ты на какой-то момент думаешь, как этому человеку вообще могли доверить сопровождать этот эшелон. Но в то же время, ты понимаешь, что этот человек к концу, романа меняется. Мы не можем рассуждать, насколько. И вот, действительно, в человеке, в котором доброта и отчаяние переходят в ярость, умеет себя, сконцентрировать, сосредоточить именно вот на этом деле, уже какой-то, да, вот вызывает, положительный отклик, несмотря на то, что, этот человек идеалист, он убивал, он принимал не всегда правильные решения. И все равно вот осуждение не вызывает у читателя. Также сопровождает эшелон и, комиссар, Белая. У нее такой странный девиз вот по жизни: "Иногда быть добрым - это казаться злым". Она, вот, позиционирует себя как некая такая вот, знаете, праведная, святая. Вот, она, помогает жертвам революции, гражданской войны. Зачастую, м, вот, тоже те перемены, вернее, те, испытания, которые выпали на ее жизнь, и те перемены, которые происходят с этой женщиной, тоже достаточно, интересно читателю вот на протяжении всего романа наблюдать, именно вот за этим. Ну и вот образ Фатимы, конечно, она намного вот образованнее, чем Деев и, комиссар Белая. Она ихтиолог, с европейским дипломом. И вот почему, да, вот, она тоже сопровождает этот эшелон. Вы знаете, наверное, это тоже у нее, во-первых, у каждого рассказывается их личная трагедия, у каждого, о каждом из у героев. Э, и вот она находит спасение в этом, эвакуированном эшелоне. Э, Недавно она потеряла сына, да, и вот эта вот разрушительная тоска помогает ей как-то выжить, уйти от этой действительности, от этих мыслей. Отзывы самые разные. Вот из тех, кто прочитал, этот роман, э, вот первое, что услышишь, что мне понравилось. Спустя какое-то время начинаются вот такие, знаете, минусики. Зачем, например, на 3 там с половиной или 4 страницах перечислять точно, там имена детей, которые ехали в этом эшелоне, или же очень подробно описывать, какие-то такие, знаете, трагические моменты, можно сказать, короче. Ну, наверное, это авторская позиция, авторский взгляд, и, естественно, что-то нам понравится, что-то нет. Так что я настоятельно советую почитать это произведение. Вот, и, пусть у вас сложится ваше личное впечатление, да. Обратите внимание на главных героев, и, конечно же, язык, слог писателя сравните. Если "Дети мои", то, может быть, в том романе он более такой. Здесь может немножко другая сюжетная линия, поэтому вот отличаться будет, да, стиль и язык, автора. Далее. Вот, роман "Симон", он вышел как-то по-тихому. Не было вот такого, знаете, какой-то кампании, э, отзывов, буквально, да. Но, со временем, как и все произведения Нарины Абгарян, он, буквально, уже, можно сказать, входит в число тех, кто понравился читателю, уже нашел своего читателя и получил, достаточно теплый, отклик, от читателей. Нарине, во-первых, изюминка этого автора, она умеет писать очень искренне. У нее вот простота, письма. Удивительное теплое повествование. Ну, во-первых, мы ее помним по, трилогии Манюня. Интересные истории, которые запоминаются читателю, с удовольствием читаются, семьями. Дальше "С неба упало 3 яблока". Вот все события происходят, в хорошо знакомом нам городке Берд, который находится в Армении. И действие романа "Симон" также происходит, описывается все события в этом же городке.
Так о чем же Симон? Вот не случайно, да, если обращать внимание на заголовок, всегда хочется подумать, почему, да? Почему именно именем этого героя названа книга? Если пересказать совсем коротко, изначально берется как будто такой, знаете, легкий анекдот, что умирает старый каменщик Симон, который прожил достойную жизнь. М, вот, и на его похороны собираются все, в том числе и его возлюбленные женщины. Вот. Он уважаемый человек. Он никогда ничего не скрывал, не утаивал, он не гулял по-тихому, но и, не позиционирует себя как герой-любовник, как как некие похождения. Вот, и, вот у этого человека, э, любил самозабвенно, все у него было по-настоящему. И вот мастерство автора, рассказывая о любви, не скатиться до некой такой вот, как вам сказать, пошлости. Вот Нарине умеет писать о любви. В этом романе 6 глав. В первой вот эта организация похорон, а остальные посвящены, тем женщинам, с которыми у главного героя и были отношения. И вот, самое, что интересное, у каждой из них были разные, сложные периоды в жизни. У кого-то очень тяжелое расставание с мужем, и встреча с Симоном как спасение, у кого-то детские травмы, ужасные истории. И именно Симон, помог этой женщине раскрыться как женщине, пережить свои какие-то душевные, травмы. И, достаточно интересно, легко читается. Э, Вы знаете, вот, этот мужчина, как некий такой вот, может послужить даже примером. Во-первых, он умеет изменить жизнь каждой женщины, это раз. Во-вторых, он умеет утешить, он умеет вернуть смысл к жизни, да, веру в любовь. И расставаясь по каким-либо причинам с этой женщиной, он как бы готов, на протяжении последующего времени помогать материально, там, физически, еще как-то по дому. Вот такая у него особенность — обязательно оставить о себе память, что-то подарить. Ну и вот, почему наш герой ударяется во все эти отношения? И что было в жизни главного героя, почему, наверное, у него вот были, такие отношения, да, в жизни, он вы узнаете в конце книги и поймете, почему Симон вот, такой любвеобильный мужчина. Эта книга поможет ответить, наверное, на ряд вопросов, почему так происходит и случается в жизни. Далее. Значит, об этой, удивительной писательнице хочется говорить, много. Э, Почему? Во-первых, вот, ее прозу считают изысканной. Ее стиль, слог, сюжет, он захватывает, надолго, сохраняет, вот такое послевкусие, когда к тебе хочется, думать, рассуждать, размышлять. Читатели сравнивают ее романы с произведениями Людмилы Улицкой, Дины Рубиной, Нарине Абгарян. Невероятно, но факт, что именно вот книгу «Сад» Марина Степнова, да, писала долгих 9 лет. Вы знаете, вот не подумаешь, да, что столько труда, вкладывает читатель, вот писатель в свое детище, да, и, читатель может не сразу может дать такую оценку вот, этому роману. Сразу хочу сказать вот следующее. Отзывы у тех, кто прочитал эту книгу, в том числе и у наших читателей, что что-то осталось недопонятым, что-то показалось незавершенным, хотелось какого-то продолжения, возникло очень много вопросов, и кто-то даже эти вопросы выписал.
можете себе представить, да, вот насколько увлекло повествование этого романа. И в одном из интервью Марина Степнова сказала, что это современная книга в декорациях XIX века, и у нее обязательно будет продолжение. Но чтобы написать продолжение, это авторское решение, сама автор сказала, что ей нужно немного пережить определенные события и повзрослеть. И читателю нужно разложить по полочкам те факты, те события, которые изложены в этом романе, для того, чтобы уже быть готовым к продолжению. По сюжету, во-первых, действие происходит в XIX веке. Супружеская чета Борятинских поселяется в недавно купленном имении, приобретенном ради вот, пышных и плодородных вот, садов. И вы знаете, совсем скоро обнаруживается, что супруга находится в интересном положении, хотя никто не планировал. И в семье Борятинских рождается поздний ребенок. И эта девочка, естественно, со временем, как бы, вот знаете, меняет весь уклад, сложившийся там годами и так далее. И мы начинаем следить за взрослением этой девочки. Наташа, ну, зовут ее дома и на протяжении до всего повествования Туся. Э, Здесь и исторические моменты, да, очень точно выбрано время правления Александра II, потом строгий уклад дворянской жизни, различные реформы, гибель царя. Это все будет описано на страницах параллельно с историей взросления вот этой девочки. Во-первых, вот почему она вырастет своевольной, своенравной. Такое впечатление, что она не знает ни рамок, ни границ. Она живет по своим каким-то эмоциональным желаниям, по своим каким-то, м, можно сказать, прихотям. Ее взбалмошность, ну вот, не может никто и как бы ей управлять, ее останавливать. Вот после прочтения именно и хочется обсудить, почему вот она выросла такой. Вот ее своевольный, своенравный характер, преданность и служение вот врача Мейзеля. Э, ну, во-первых, а, она очень долго не говорит, эта Туся, да, начинает говорить ближе к 5 годам. Ее страсть — эти лошади. Кто-то, да, вот, допустим, в детстве вот, приближенный, самый преданный, наверное, на протяжении всего этого романа и этой семьи врач Мейзель, носил ее в конюшню, и вот так можно объяснить ее страсть к лошадям, да. И вот вы знаете, какие-то такие моменты, какие-то детали. И потом складывается такое определение, что, возможно, вот, вот это иллюзорное воспитание, когда кажется, что М, вот именно воспитывать так правильно, оказывается, что это совсем неправильно. И, может быть, именно вот поэтому, да, девочка вырастает такой, вот эта главная героиня, не просто будет с ней и ее возлюбленному, и в семейной жизни. Ну, в общем, стоит почитать, вопросы обязательно возникнут, сразу возникает желание, да, получить на них ответ. Но, возможно, вот я говорю, что нужно сначала проанализировать, а потом к ответу читатель все равно подойдет к объяснению каких-либо таких моментов этого произведения. Почитайте и будем ждать с удовольствием продолжения. Далее. Вот, те, кто читает, любит Дину Рубину, следит за ее творчеством, а таких читателей, поверьте, в каждой библиотеке, я вот точно говорю, постоянно очередь за ее книгами, за ее новыми романами, и так далее. Вот эта книга "Одинокий пишущий человек", она вот для всех тех, кто любит, знает, читает, Дину Рубину. Ну, Дина Рубина, конечно же, сегодня это признанный мастер современной литературы. Она популярнейший прозаик и в России, и за рубежом. И вот "Одинокий пишущий человек" — это роман о писательстве. Откровенная книга о том, как пишутся книги.
Эту книгу можно назвать и романом для пишущих, и автобиография. В романе, как бы представлена, вот если можно так сказать, вся кухня. Все то, о чем бы вы хотели писателя спросить, но у вас не было такой возможности. Автор очень откровенно, делится, всем тем, что связано с писательством. Буквально, по этапам она рассказывает о таких моментах, как рождается замысел, откуда берутся сюжеты, откуда берутся имена для героев, как появляется новый виток в сюжете, как важно придумать финал. Эм, Даже такое, что вот прежде чем написать, где герой где-то там, будет жить, да, Дина Рубина выезжала именно на то место, жила именно, в том месте, да, чтобы детально и правдоподобно изобразить вот, это же очень важно, да. И поэтому у Дины Рубиной так как-то все понятно, не привязано, не притянуто, к сюжету, к повествованию, к характеристике героя, к их судьбе и так далее. В этой книге она очень интересно расскажет о своей семье, о родителях. Э, Еще она расскажет о читателях, какие интересные, с юмором, курьезные случаи были, благодарные, надоедливые. Одновременно читатели, да, тоже найдут отражение на страницах этой книги. И вот, вы знаете, заглянуть в любую мастерскую читателя — это всегда интересно, всегда полезно и всегда любопытно. Кому можно порекомендовать эту книгу? Ну, конечно же, поклонникам творчества Рубиной, литературоведам, журналистам. На все вопросы, которые вы хотели, спросить, у этого автора, задать этому автору, вы найдете ответы. А может быть, эти вопросы вы захотите задать и другим авторам. Вот. И, основная мысль все таки вот, когда дочитаете, э, это такая у Дины Рубиной, что как страшно понять, что ты умер как писатель. И поэтому, вот очень важно, да, э, быть востребованным, понятым, принятым. Ну и, наверно, в общем, нельзя не согласиться с Диной Рубиной и с этой ее мыслью. Далее, антиинтеллектуальной прозе можно перейти к милт-литературе. И вот давайте обратим внимание на творчество Маши Траут. Обычно в обзорах, как-то вот, лично в моих, я никогда не включала в обзор творчество этой писательницы. И совсем недавно, я вижу, насколько, часто спрашивается эта книга. Люди приходят и спрашивают, не поступило ли новое издание и так далее. И, в общем, тоже решила провести некий такой эксперимент, взять, допустим, книгу, написанную, 10 лет назад и сегодня. И так совпало, что это, "Плохая мать". И вот сегодня мы поговорим о книге "Плохая дочь". Маша Траут пришла в литературу и журналистике. Ее книги издаются более 10 лет. В ее писательском, багаже более 30 книг прозы. И вот если сказать, о чем ее книги, конечно же, это путеводитель, в чужие жизни, но о которых автор пишет иронично, серьезно, с пониманием, потому что пишет о своем поколении, да, скажем так. И, вот излюбленный прием у Маши Трауб — это роман-автобиография. Практически все ее книги, автобиографичны. Многие из них, как, говорят читатели, чуть ли не стали, настольными, когда, допустим, ребенок пошел, в первый класс, там мама первоклассника, да, с удовольствием читала и узнавала, себя, узнавала какие-то проблемы, именно вот, читая, книгу этого автора. Э Как и любой автор, конечно же, она использует, свой жизненный опыт. И вот, например, книгу "Плохая мать" Маша Трауб писала, когда ее дочери было всего 2 недели, а вот через 10 лет, да, вышла книга, как я уже говорила, "Плохая дочь". Почему вообще возникают такие определения: плохая мать, плохая дочь, и вообще, откуда берутся эти термины, да?
Мы зачастую сами сомневаемся, да, и задаем себе иногда, да, вернее, задаем вопрос, хорошая ли я дочь, и также и мама, хорошая ли я мать, да, или же выносим вердикт, я, наверное, совсем плохая мама. Но на самом деле такого не бывает. И м, а, м, о чем эта книга, да? Во-первых, это взаимоотношения старшего поколения с детьми и с внуками. В этой книге выраженной сюжетной линии нет. Она состоит из разных эпизодов, истории из юности мамы, различных воспоминаний, риторических вопросов, размышлений. Есть небольшие рассказы жизни других детей, которые вот, на протяжении, да, всего повествования, складываются в единую такую сюжетную линию, как бы, хотя выстроенной сюжетной линии нет, она вся состоит из различных историй, но которые позволяют нам проследить, кем была мама. Она одаренный, талантливый человек, она юрист, она отдавала себя работе и, можно так сказать, что воспитанием занималась бабушка, да. Но сейчас они живут, вместе, скажем так, да. Вернее, живут не в одной квартире вместе, дочь постоянно следит, заботится о своей маме, очень часто не понимает, почему ее мама поступает так или иначе. Когда кажется: "Позвони, попроси помощи у дочери", почему-то мы обращаемся за помощью к посторонним. Возможно, это обижает детей. Ну, в общем, интересно читать, интересно размышлять, интересно ответить на какие-то вопросы. Эта книга, конечно же, поможет, пересмотреть и свои личные какие-то взаимоотношения либо с мамой, либо с дочерью, да. И, вот, рекомендую почитать. Читается легко и в то же время, не разочаровывает к концу прочтения. Да. Далее. Матвеева Анна Александровна, Катя едет в Сочи и другие истории о двойниках. Вообще на протяжении всего творчества Анна Матвеева заявляет, да, вот ей почему-то очень интересна вот эта тема, что в жизни у каждого человека обязательно есть двойник, э, которым так или иначе обязательно в жизни вы как-то сойдетесь, столкнетесь, или же вы в ком-то его узнаете. И вот, небольшой, сборник, там 9 интересных, скажем так, абсолютно разных, рассказов. Опять же, в названии вынесено, м, название одного рассказа. Здесь главная героиня, э, как раз едет в Сочи, для того, чтобы, пережить, скажем так, ну, несчастную любовь, да. И она, встречается с девушкой, у которой аналогичная же такая же история. И, вот почему жизнь свела, героинь и потом развела абсолютно, да, в разные, стороны, да, в чем вот эта двойниковость? Тоже интересно читать и наблюдать. И действительно думаешь, начинаешь в это верить, что, э, не только у тебя, да, как происходят какие-то события в жизни, достаточно таких двояких ситуаций, похожих, как будто с тебя списанных очень много, и как поступали те или иные герои в тех или иных ситуациях, возможно, помогают и читателю найти выход из своей какой-то ситуации. И вот очень интересно. Вообще, Анна Матвеева, вот до этого мы обсуждали в предыдущем обзоре картинные девушки, тоже о искусстве, о художниках, о музах у художников. И здесь она, опять же, да, в одном рассказе, который называется "Слова", рассказывает об удивительном заслуженном художнике Российской Федерации Михаиле, Брусиловском. Удивительна, его жизнь. Не, вот тоже рекомендую почитать, рассказы. Многие для себя именно с короткой прозы, ну, то есть с рассказов открывают писателя. А потом можно будет обратиться и, к тем романам, да. Здесь нет детективных, каких-то историй, сенсационных историй в этих рассказах. Конечно, они отличаются от, сборника рассказов "9 90" и, конечно же,
от романа там "Завидное чувство" Веры Стениной или же, в общем, но отголоски, если читать роман, можно соотнести параллель и подумать, что вот об этом я уже читала, да, у Анны Матвеевой. Интересная она такой автор, я вот слежу за ее творчеством, мне она нравится, я периодически ее читаю. Рассказы очень люблю, ее именно. Далее, мы поговорили о современных женщинах-писателях, да, которые вот сегодня актуальны, их читают, пишут о них, говорят, за их творчеством следят. Ну и мы перейдем к творчеству э, писателей-мужчин. Наверное, на сегодняшний день смело можно утверждать, что как только мы узнаем о том, что выходит какое-либо новое произведение у Евгения Водолазкина, мы не с терпением будем его ждать, с удовольствием читать. А, вы знаете, вот я не знаю, что за парадокс, но именно так и происходит. Мы сравниваем новое, написанное Водолазкиным, с Лавром, с Авиатором, с Брисбеном. Вот, и оправдание острова. А, на данный момент из 5 человек, которые прочитали роман, да, всегда очень важно знать, кто его читает, для того, чтобы буквально обсудить, чтобы понимать, правильно ли ты понял, нравится тебе что-то из прочитанного кем-то, да, не собой именно. И вы знаете, все, кто поделился со мной впечатлением об этом романе, сказали, что очень понравилось. Прочитал кто-то там за 4 дня. Ну, я не читаю так быстро, поэтому вот, для меня это такой текст, который нужно постоянно, знаете, где-то подумать, где-то остановиться. И я не быстро прочитала, да, это произведение, потому что действительно там есть такие строчки, такие цитаты, которые заставляют вот просто с ними какое-то время пожить, пережить, подумать, поразмышлять. Если одним словом спросить, о чем это произведение, ну, конечно же, вот это о времени. Вот в романе воспроизводится хроника на острове, да, на воображаемом острове, которого не существует на карте. И вот эта хроника, она ведется с момента крещения и завершается временем, знакомым, вернее, похожим на нашу сегодняшнюю современную действительность. Сменяя друг друга, хроники, хронисты излагают цепочку разных исторических событий, описывают различные междоусобные там распри, войны, болезни, там, эпидемии, неурожаи, стихийные бедствия, пророчества, рассказывают о различных династиях. И наблюдает за всем этим некая чета, да, им, Парфений и Ксения, да. Им более 340 или 370 лет, вот, и все это как-то, вот не пересказать, да, но чтобы вот понять, да, для чего это ведется. Во-первых, кто любит историю, очень интересно читать, это раз. Во-вторых, все, что рассказывается, происходит на этом острове, очень узнаваемо в реальных наших исторических событиях. Вот. И, конечно же, этот роман, он как метафора, да, такая развернутая, что может происходить с историей. Э, вот, что историю невозможно по мгновению переписать. О том, что вот в какую историческую эпоху и в какое историческое время живет человек. Э, и история, конечно же, влияет на жизнь человека, да, время влияет на людей. Вот, что империи могут рождаться, приходить в упадок. Вот, и что только не проходящие ценности, да, вот они остаются всегда во все времена. Это совесть, честь, предательство, э, любовь, да, не умирает.
какая-то банальщина, вот, она не проходит испытание временем, да, и, ну, как вам правильно сказать, и поэтому почему, меняются исторические, э, вот, как же правильно это высказать, вот, э, вроде бы все глобально одно и то же, но во все времена происходит по-разному. Э, не могу сформулировать правильно мысль, что, вот, остаются те ценности неизменными, а что нужно делать, чтобы сохранить эти ценности? Вот как раз ответы в этом романе "В оправдании острова". Вот как-то так, я бы сказала. То есть взаимоотношения между людьми останутся, во все времена примерно вот, одинаковыми. Почитайте, подумайте. Возможно, каждый увидит, какую-то свою сюжетную линию, которую захочется рассказать поподробнее. Далее. Еще один автор, тоже кто открыл его для себя, по прекрасным, содержательным, интересным биографиям, посвященным творчеству писателей. И, тому интересно читать его прозу. Алексей Варламов, вот этот, сборник, "Ева и Мясоедов", он состоит из двух разделов, которые автор, включил короткую прозу, э, рассказы и повести, и во вторую, часть, вошли очень интересные эссе. Я как-то подумала, вот когда мы готовим какие-то мероприятия, да, и нам хочется каких-то, новых интересных фактов, да, о которых, может, еще не написано в интернете, да. Вот у Варламова вы всегда найдете, в его эссе то, чего нет в интернете. Это вот проверенный факт, я вам точно говорю. И, одна из повестей, которая вошла в этот сборник, "Ева и Мясоедов", она публикуется впервые. И посвящена она, бабушке, Алексея Варламова. И, звучит она как некое семейное предание. Всем хорошим, так можно сказать, Алексей Варламов обязан именно ей. Такое впечатление, что как вот, Ева, да, по библейскому сюжету, так их бабушка, была главой рода, а, и именно благодаря ей, а, ценились, хранились, создавались семейные традиции. Вот, и именно благодаря ее заслугам, ее старанию в своей повести, пишет Алексей Варламов, он стал писателем. Ну и, 14 эссе, размышления о писателях XIX века, о Пушкине, Гоголе, Достоевском, Толстом, о писателях XX века, о Булгакове, Платонове, Пришвине, Бунине, Леонове, Шукшине и Солженицыне. Очень интересно. И, здесь, также, э, интересная история, если хотите открыть для себя, м, если, допустим, да, хотите познакомиться более подробно, с Евгением Водолазкиным, то здесь тоже найдете эссе, посвященное другу Алексея Варламова, Евгению Водолазкине и Евгению Водолазкину. Ну и, если так обобщить, это не какие-то, знаете, вот назидательные истории, там, анализ дающий, это не скучный взгляд на писателей. То есть, очень интересно, живо, увлекательно. А, Вы найдете очень интересные сведения, интересные цитаты, так что рекомендую почитать сборник и рекомендовать читателям сборник "Ева и Мясоедов" Алексея Варламова. Вот, Ренат Валиуллин, его, с удовольствием, кто открыт для себя, читают, продолжают следить за его творчеством. А у меня произошло, как бы вот, именно, с этой книги, да, мне хочется, почитать и другие произведения этого автора. С первой страницы такое впечатление, что вы оказываетесь в Петербурге.
Вы оказываетесь в Петербурге, и это, знаете, такой своеобразные прогулки по городу, э, когда, гуляя по улицам, вы понимаете, что это не просто город, что это не просто улица. С каждым домом, с каждой набережной, с каждым парком, с каждым сквером, и так далее связана какая-то интересная история, удивительная легенда, там предания, реальные факты и так далее. А сюжет такой, совершенно простой. Молодой человек едет, поступать, в Петербург в вуз, но проваливает экзамен. И, вот знаете, бывают такие моменты, когда тебе кажется, ну уж всё, вот, жизнь твоя как бы на этом и остановилась, да. И в этот момент он знакомится с девушкой, и, они принимают решение совершить прогулку по городу, начинается их знакомство. И чем дальше они знакомы, тем, мы больше вместе с ними гуляем, да, по улицам Петербурга, проживаем жизнь вместе с ними. Кто был в Петербурге, наслаждается своими еще воспоминаниями и ощущениями от этого города. Кто не был, обязательно хочет оказаться именно в тех местах. И, значит, маршрут очень длинный. От набережной канала Грибоедова до Невского проспекта мы идем, идем, идем. А, и потом пойдем к Адмиралтейству, к Дворцовому мосту, погуляем по Летнему саду и так далее. И, точные исторические факты. Это радует, да, всегда, приятно узнавать, о городе, достоверные какие-то, да, реальные факты. Э, Кто ввел моду на кошек, как появилось выражение "дорого, как чугунный мост", где проводили, вечера "Блок с Любовью Менделеевой", вот, где там тайно встречались цесаревич Николай и Матильда Ксишинская. Ну, в общем, почему канал Грибоедова называют, "Набережной влюбленных". И действительно, эта книга станет спутником в прогулках по городу для приезжих, а жителям северной столицы, возможно, поможет посмотреть на свой город, иным взглядом, да, э, на привычные достопримечательности, скажем так. Так что рекомендую, читайте, путешествуйте вместе с Ренатом Валиуллиным. Андрей Рубанов. Вот это, произведение, а, вот, об этом, писателе можно говорить много, он непредсказуем. На сегодняшний день это один из немногих, который умеет, сочетать, разные жанры. То есть, в конкретном романе "Человек из красного дерева", это и детектив, и фэнтези, и, исторические хроники, да, скажем так. Очень интере и мистика. Сюжет, начинается с детективной истории. В провинциальном городке Павлово происходит странное убийство. Убит известный ученый-историк, а из дома, похищено. У него много всего, он коллекционер, да, и иконы, и все, и много чего представляющие ценностей. А похищена только деревянная голова э, от деревянного, скажем так, идола. И я уже сказала, что это и авантюрно-исторический роман, и мистическое, и фэнтези, и детектив. И вот начинаешь, читать, ты понимаешь, э, вот как эти части воедино связаны, да, почему именно такой, придумывается прием. Он очень философичный. Здесь очень много подтекста, подсмысла. И, а, э, такой факт, что эти идолы ранее хранились в церквях, потом они были оттуда убраны, так как существовало реальное поверье, что эти идолы могли оживать. И вот здесь, как раз из дерева, да, ну, это, конечно, мистический такое, да, вот, параллель, а, оживает Антипа Ильин,
который проживает реальную жизнь. Ну, читатель знает, да, что Антипа Илин, оживший из, деревянного идола человек, и он уже живет реальной жизнью. Вот, он бывший, идол, вот, и он очень, хороший ремесленник, он многим помогает, он, проживает разные ситуации. Такое впечатление, что вот этому человеку дано пережить множество историй. И вот вывод, такой, что насколько люди стали закрыты, замкнуты, черствы, не безучастны к чему-либо происходящему в жизни других людей. И так и хочется сказать, что вот этот деревянный, идол, который стал человеком, как будто, вы знаете, э, э, более человечный, более понимающий. В общем, очень такие интересные параллели, мысли. Он точно, найдет, признание, у читателя этот роман. Его буду читать, с удовольствием. Так что я рекомендую обратить внимание на Андрея Рубанова, на этот роман. Он читается, очень ну как, увлекает, и прочитаете вы, и потом все выстроится, и интересно можно обсудить этот роман с теми, кто тоже прочитал. Для меня Андрей Астфацатуров, в прошлый раз, мы обращали внимание на его роман "Осень в карманах", "Люди в голом", да, и здесь вдруг вот "Скунсткамера". Я могу вам сказать одно, что читать его очень, интересно, читается легко. В данном, романе нет едино выстроенной сюжетной линии. Здесь разные коротенькие истории из жизни автора. Главный герой, в романе так и прописан, да, Андрей Аствацатуров. Здесь и воспоминания его детства, и его преподавательское действие, деятельность, и его учеба в вузе, и его знакомство с реальными людьми, которые сегодня, мы знаем, из новостей, из различных передач, нашего телевидения. Вот, они его коллеги. Здесь очень много интересных таких, историй, написанных с юмором. И вы знаете, это, наверное, мастерство этого автора, что когда ты читаешь, ты постоянно как будто с ним в диалоге, и ты постоянно в параллели. Ты узнаешь, что было в таком-то году, в такое-то время, в такую дату и с тобой, и у тебя, и в студенчестве. Эм, Читать их можно в произвольном порядке. М, с "Кунсткамера" почему такой заголовок? Когда-то, гуляя по улицам Петербурга, встретился человек, который подошел спросить к, Андрею Аствацатурову, как пройти в "Скунсткамеру". Он попытался всякое уточнить и объяснить, что в "Кунсткамеру" и что это такое, как туда пройти, на что человек, спрашивающий, очень любезно поблагодарил: "Да-да, в "Скунсткамеру", и побежал. Потом, знаете, тоже такое из детства, буквально несколько слов, да. Как-то ему задали вопрос, Андрею Цатурову: "Не пытались ли вы взять псевдоним или поменять фамилию? Потому что фамилия трудно запоминается, трудно произносится". На что он рассказал: "Сколько себя помню, всегда, возникала трудность с произношением моей фамилии. Даже, на выпускном в детском садике я знаю, что и в школе, да, меня должны вызывать по списку первым, но мою награду, мою там грамоту или что-то всегда откладывали под конец, дабы тот, кто произносил или приглашал для получения той или иной награды, всегда спотыкался и не мог произнести. На что он сказал: "Это меня укрепило еще больше в том, чтобы свою фамилию не менять на творческий псевдоним". Но, в общем, рекомендуйте читать. А, Легко читается. И хотя там и стоит, да, на книге, что сейчас подписывают, да, кругом, содержит нецензурную брань, на самом деле это,
абсолютно никак не пошло, это не какие-то тексты, с матом и тому подобное. Вот, честно, я вам говорю, что это абсолютно никак не воздействовало на то, чтобы там как-то оскорбить читателя или, в общем, некоторые, если видят такую приписку, почему-то принципиально считают, что читать они это не будут. Ну, с Андреем Асцвататуровым, он очень интеллигентный писатель, об этом говорит очень интеллигентно, о многих вещах говорит интеллигентно, в общем, помогает переосмыслить и понять, что и как происходило у нас и почему. Ну, в общем, среди представленных книг это новинки, на которые стоит обратить внимание. Мне бы очень хотелось, чтобы, вы, э, читали, советовали, рекомендовали. И, конечно же, читайте то, к чему у вас лежит душа. Вы не обязаны придерживаться чьего-то списка. Следите, идите в книжный магазин, в библиотеку, выбирайте там романы, пьесы, рассказы, стихотворения, которые действительно завладевают вашим умом и фантазией, а любыми рекомендациями, да, любыми рейтингами, и так далее, м, пользуйтесь, да, в помощь вашей работе. Ну и помните, что книга прочтенная не только премированная, была и остается лучшей наградой ее автору. Читайте, размышляйте, советуйте коллегам, читателям, друзьям. Спасибо вам за внимание. Если возникают какие-то вопросы, советы или рекомендации, пожалуйста, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы или же воспользуюсь вашим советом. И еще хотелось бы очень попросить, в карте обратной связи написать, отзыв любой. Я буду благодарна и признательна вам за это. Спасибо вам за внимание.